Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы в Огинском национальном музее в зале боевой славы. И сегодня мне хочется затронуть тему героического поступка нашего уже всеми любимого молодого героя Балдана Сыдыпова. В 2007 году в Огинском была создана инициативная группа по строительству буддийского субургана, посвященного Намнане Ламе. В месяце Чжарананур субурган был построен, а годом позже, это уже в 2008 году, мы начали работу, тяжелую, сложнейшую работу по очищению тропы Большого Горо от валежников. Еще годом позже мы решили установить молитвенные барабаны на тропе Большого Горо, 108 барабанов. Это как четки буддийские. И в то время дедушка по отцу, дедушка Балдана Сыдыпова, состоял в нашей группе инициативной и изготавливал собственными своими руками эти 108 молитвенных барабанов. В поле зрения моего объектива попал и Балдан Сыдыпов во время очищения пути Горо. И вот это видео. Это Сыдин Жабхай во время изготовления барабанов. Это его сын Бато, то есть дядя нашего Балдана Сыдыпова. Работал он у себя дома, в своем гараже. Это кадры 2009 года. И тут же у него дома молодые монахи Огинского дацана также работали над изготовлением молитвенных барабанов. А это Сыдин Жабхай во время Большого Горо. И вот другие кадры. Балдан в 10-летнем возрасте вместе со своим дедушкой выехал на тропу Горо. Мы тогда ставили разметки на тропе, чтобы люди не отклонялись от маршрута. Но тут видим, что взрослые заняты своими разговорами, и никто не обращает внимания на маленького мальчика. А мальчик имел свои мысли, свою мотивацию. Думается, он прекрасно понимал, что происходит. И вот видим, как дядя поднял огромное бревно, а Балдан всеми силами старается поддержать бревно, помогая этому дяде. Вот мы видим, что Балдан с детства был склонен помогать людям, проявлять соучастие, сорадоваться. И я так думаю, вот с буддийской точки зрения, вот тот буин или тот поступок, который совершается в детстве, имеет огромную силу, кармическое накопление огромное. Обычно в повседневной жизни люди думают, конечно, ошибаются, когда думают, что вот выйду на пенсию, буду свободным, и вот тогда начну совершать буин, там, читать молитвы, Горо. И люди накапливают себе слабый буин, такой же слабый буин, как и дряхлеющее тело. А когда человек совершает буин в молодости, когда он этот растущий организм, он силен, и как раз вот этот буин наиболее сильный. И вот я думаю, что, находясь там на поле брани, в этом жернове, в этой мясорубке, Балдан Сыдыпов получает множественные ранения. Об этом много говорили и писали, я не буду здесь повторять еще раз. Но он остался жив. И я думаю, он помогал своему дедушке и в изготовлении молитвенных барабанов. И была у него своя мотивация положительная, когда он был со своим дедушкой с нами на очищении пути Горо. И он очистил свой путь. Я так думаю. И когда человек в молодости, в расцвете своих сил, когда он полон сил, совершает буин, этот буин
очень сильный буин. Об этом и говорил и Хамбалама Дамбай Ушеев. И об этом много раз говорят и буддийские монахи. И это подтверждается вот этим беспримерным подвигом нашего Балдана Сидыпова. Я призываю вас, наши граждане, учить своих детей совершать буин с ранних детских лет. Это откроет нашим детям большой и благополучный путь в этой жизни. Всего вам доброго. До свидания.